Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим об Ингушетии в период революции и гражданской войны. Гость нашей программы – доктор исторических наук Тимур Матиев. Тимур, здравствуйте! Добрый день. Начать хотелось бы с того, каким было социально-экономическое и политическое положение Терской области накануне вот этих событий, Терской области, в состав которой входила и Ингушетия, и кто возглавлял область, вообще руководство области? События 1917 года при всей своей драматичности и при всей масштабности имели достаточно долгую предысторию складывания их предпосылок, складывания той революционной ситуации, которую еще Ленин говорил, что она возникает тогда, когда верхи не могут управлять более по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Безусловно, сама по себе достаточно непростая общественно-политическая ситуация в России на рубеже 19-20 веков, которая уже привела к первой русской революции 1905-1907 годов, но была затем титаническими усилиями власти и лояльных ей слоев общества приведена в какое-то стабилизационное русло Третьей июньской монархии. Теперь она, безусловно, была подстегнута, и вот эти вот процессы дестабилизационные были сильно активированы событиями Первой мировой войны, в которую Россия ввязалась в 1914 году, и которая шла уже третий год, стоила стране огромных человеческих жертв. Россия уже к тому моменту была наиболее пострадавшей в плане людских потерь страной из всех участвовавших в Первой мировой войне. Она стоила также громадных материальных затрат. Сильно это отразилось на жизненном уровне населения. Разумеется, на таких и без того экономически неблагополучных регионах, каким была Терская область, это не могло не отразиться в еще большей степени. Начать с того, что война привела к нарушению многих хозяйственных связей. Война нанесла очень сильный удар вот по этим экспортным цепочкам, и вот такой исследователь, допустим, как Иван Тусиков в своем фундаментальном экономическом исследовании, вышедшем еще в конце 20-х годов по горячим следам этих событий, писал, что с началом Первой мировой войны хозяйство, прежде всего сельское хозяйство Ингушетии, как и всей Терской области, подверглось таким испытаниям, каким оно еще не подвергалось. Земельный вопрос, он остро стоял и до этого. Чрезвычайно остро. Это был самый острый вопрос, который стоял вообще перед всеми регионами Терской области, Северного Кавказа, прежде всего перед горскими, конечно, областями. Накануне вот этих событий руководство Терской области, как оно вообще было представлено? Значительная часть. Тут следует говорить о том, что вообще в 1905 году было восстановлено наместничество, да? Кавказское наместничество. И поставлен во главе его граф Воронцов-Дашков, да? Который, в общем-то, осуществлял из Тифлиса общее руководство, скажем так, Кавказским краем. В Терской области, поскольку этот регион был в значительной мере включен в систему военно-казачьего управления, здесь основную роль играли именно управленческие структуры, скажем так, Терского казачьего войска. В то время наказанным атаманом был Михаил Караулов, фигура чрезвычайно сложная, неоднозначная, при том, что он, с одной стороны, был типичным представителем своего сословия, не был лишен тех, скажем так, негативных установок в отношении горцев, которые были, к сожалению, присущи для значительной части казачьей верхушки. Тем не менее, его выгодно отличало от основной массы военно-казачьей бюрократии то, что это был человек образованный, хорошо образованный. Он был автором ряда трудов по истории Терского края, по быту, условиям жизни казаков и горцев.
То есть хорошо знал культуру местную? Хорошо знал культуру, хорошо знал проблемы местного населения. И, в общем-то, был склонен, скорее, к компромиссному решению этих проблем. Это выгодно его отличало от многих его, скажем так, собратьев по тогдашней бюрократии, по управлению и Кавказским краем, и Терской областью в частности. Поэтому до сих пор у историков нет, скажем так, однозначной оценки этой фигуры. Эта фигура достаточно трагическая. Он впоследствии стал руководителем структур Временного правительства в Терской области, пытался наладить диалог между казаками и горцами, подвергся довольно жесткой критике со стороны реакционной части казачества. Но это трагедия любого умеренного деятеля, потому что он не мог достаточно далеко пойти вот в своих реформаторских шагах, но в то же время понимал необходимость налаживания какого-то диалога с горцами. В итоге 12 декабря 1917 года он был убит на станции Прохладная солдатами разложившихся частей, по-моему, Апшеронского полка, которые бесчинствовали и обвинили его в том числе в соглашательстве с горцами. Это была серьезная потеря для вот той умеренной части политического спектра, который надеялся наладить жизнь на Кавказе, на Северном Кавказе в частности, на началах компромисса, взаимопонимания, диалога между, прежде всего, горцами и казаками. Вот как раз-таки февральская революция, в результате которой сменился общественный строй России, страну возглавило так называемое Временное правительство. Как это повлияло уже на Кавказ? Февральская революция, как выяснилось, она стала только началом вот этих вот череды революционных событий, которые в итоге привели к полному тектоническому, скажем так, слому всей общественно-политической структуры тогдашней России. Но сейчас у историков отечественных принято объединять эти события, которые раньше разделялись на февральскую и октябрьскую революцию. Сейчас главенствует такая тенденция, что их объединяют и называют общим термином «Великая Российская революция», по аналогии с Великой Французской революцией 1789 года. В этой точке зрения есть и оппоненты, и сторонники. Но, в общем-то, наверное, позволительно говорить об этих событиях как о одном общем комплексе, потому что они все уместились в рамках одного чрезвычайно насыщенного событиями драматического 1917 года. Ну, если посмотреть, Тимур, как вот эти две революции, да, к Октябрьской мы еще перейдем, февральская и октябрьская, они, в общем-то, разделяют, да, вот хронологию этих событий 17 года, революционного года, скажем так. Ну да, в общем-то, с одной стороны, одна перетекла в другую. Был такой, конечно, был период между февралем и октябрем, который характеризовался сначала двоевластием, Временного правительства с одной стороны и Советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов с другой стороны. Затем, после майского и в особенности июльского кризисов, когда Временное правительство пошло на жесткие меры в отношении вот этих революционных левых структур пробольшевистских, с июля устанавливается уже, скажем так, диктатура Временного правительства. Затем она едва не сменилась военной диктатурой после неудавшегося Корниловского мятежа. Ну и где-то с августа по октябрь 1917 года это скорее агония Временного правительства и ускоренная подготовка большевиками к захвату власти. Сама по себе февральская революция, она носила буржуазно-демократический характер. Началась она во многом стихийно, так же, как и первая буржуазная демократическая революция в России 1905-1907 годов. И начавшись как хлебные бунты в Петрограде, она затем приобрела характер чрезвычайно масштабного общественно-политического события и уже через неделю привела к падению существующего строя, отречению Николая II, который лишился поддержки практически всех сил в обществе и под конец уже лишившись поддержки армии, высшее руководство которой открыто заявило о том, что оно не будет поддерживать силовое подавление революции. Царь был вынужден уйти в отставку, он отрекся за себя и за своего сына Алексея, неизлечимо больного гемофилией. Отрекся в пользу своего брата Михаила. Именно он номинально является последним русским царем, хотя мы всегда называем последним русским царем Николая II. Де-факто так оно и есть. Но де юре последним царем был все-таки Михаил.
который процарствовал всего один день номинально, и уже на следующий день подписал декрет об отречении и передаче власти не кому-то из членов императорской фамилии, а Временному комитету Государственной Думы. Та самая структура, которая затем будет преобразована во Временное правительство во главе с князем Львовым, который возглавил первый состав этого Временного правительства. Тимур, вот если говорить о том, что в результате Октябрьской революции к власти уже пришли большевики, Временное правительство было свергнуто. В чем неудача Временного правительства? Трудно сказать, трудно назвать одну причину только. Там комплекс причин. Прежде всего, скорее, нерешительность и непоследовательность действий. Наверное, если выбирать из этого комплекса причин одну главную, наверное, следует назвать именно вот эту причину. Потому что Временное правительство состояло из таких вот умеренных в целом и основном деятелей, которые, как показало развитие ситуации, были прекрасно образованы, были искушены в каких-то политических комбинациях, но они, как выяснилось, плохо знали страну, в которой они жили. Если вот так оценивать, Тимур, скажем так, политику Временного правительства, начало — это, как вы сказали, нерешительность, да, в действиях. Да, затем, на всем протяжении, не только да, в начале, да. на всем протяжении. А затем уже к концу, когда видно было, что, в общем-то, можно упустить власть, началась уже вот эта диктатура, о которой вы говорили. Из крайности в крайность. Власть по-настоящему была упущена, конечно, даже те остатки власти, они были упущены в августе 1917 года, когда провалился Корниловский мятеж. Дело в том, что Корнилов был назначен главнокомандующим русской армией, до этого он командовал Юго-Западным фронтом, в составе которого, кстати, действовала и Кавказская туземная конная дивизия, затем преобразованная в туземный конный корпус. Именно там Корнилов обратил на него внимание и потом решил сделать его авангардом своего наступления на Петроград, неудавшегося. И неудавшегося во многом именно из-за позиции вот этого туземного корпуса и двигавшегося в его авангарде ингушского полка, который отказывался выступить против законной власти в стране. Так что вот это вот, конечно, уникальный момент, когда представители Ингушетии действительно сыграли ключевую роль, определяющую в судьбах страны. Если бы они выполнили приказ и захватили Петроград, или Корниловский мятеж победил, то история страны пошла бы, это абсолютно точно пошла бы по совершенно другому пути. Диктатура Временного правительства, она была как раз связана с попыткой как раз консолидировать власть и удержать его власть в своих руках. И назначение Корнилова было как раз продиктовано именно этими соображениями для того, чтобы иметь такую твердую руку, которая сумеет подавить вот эту нарождающуюся смуту, не нарождающуюся, а уже, как сказать, бушующую вовсю в России. Однако Корнилов решил сам взять власть в свои руки. Кстати, единственный случай в истории русской армии, когда она активно выступила, попытавшись установить именно военную диктатуру. Ни до, ни после этого в истории России пока не было попыток чисто военного переворота. И это вот очень ярко выделяет Россию даже на фоне вот других государств. Армия в России обычно чрезвычайно лояльна любой власти. Та катастрофа, которой, по мнению Корнилова, страну вел вот этот революционный хаос, он побудил его и его соратников пойти вот на этот экстраординарный шаг. Вместо того, чтобы подчиняться Временному правительству и стать его инструментом его воли, он решил полностью, скажем так, взять всю полноту власти, свергнуть и Временное правительство, которое не было способно, по его мнению, к решению тех проблем, которые стояли перед страной на тот момент. И тем более для подавления вот этого вот опасного роста пробольшевистских настроений, которые грозили вообще развалом страны. После этого как раз власть была безнадежно упущена, и после этого дело в том, что для того, чтобы справиться с Корниловым, то есть у лидеров Временного правительства был выбор либо
поддержать Корнилова, подчиниться ему, отдать ему власть, либо заключить альянс с большевиками против Корнилова. Они выбрали второй вариант, который, как казалось, был не менее губительным, потому что, легализовав вновь большевиков, пойдя с ними на союз в борьбе против Корнилова, Временное правительство тем самым подписало себе приговор, потому что оно таким образом легализовало и деятельность большевиков по фактической подготовке государственного переворота, который произошел всего через 2 месяца после подавления Корниловского мятежа. Речь идет именно вот о том, что мы называем Октябрьской революцией. Сами большевики, кстати, первые годы после победы этой революции называли его чаще Октябрьским переворотом. Такая-то годовщина, 3-я годовщина Октябрьского переворота, 4-я годовщина Октябрьского переворота. Более благозвучный термин «революция», он появился несколько позже уже в советской историографии. Хотя, по большому счету, любой успешный переворот в какой-то мере есть. Вернее, любая революция есть переворот, просто не любой переворот приводит к революции. Вот переворот большевиков в октябре – это был как раз тот случай, который привел именно к революции, к тектоническим изменениям в общественно-политическом укладе страны и в социально-экономическом укладе страны. Тимур, конкретно те процессы, которые были запущены в нашем крае в результате Октябрьской революции и хронологии вот событий? Ну, у нас вот все вот эти вот процессы, которые, собственно говоря, в метрополии, в центре были не то что запущены, а стали проявляться скорее после Октябрьской революции, они тут начали проявляться гораздо раньше. Даже гражданская война здесь, собственно говоря, началась раньше, хотя она здесь имела явно выраженную межнациональную, межэтническую основу. Мы знаем, да, что образовывались вот эти всякие объединения, советы, и причем Ингушский национальный совет во главе с Джабагиевыми вообще, по сути, был автономным. На какой-то период пришлось пойти, как говорится, на сотрудничество с другими уже движениями, в том числе и с большевиками, потому что этого требовали уже процессы, которые происходили. Ну да, это уже несколько позднее, это уже альянс с большевиками, он наметился где-то с лета 1918 года, если иметь в виду Ингушский национальный совет. Действительно, после февральской революции в регионе, так же, как и по всей стране, это настоящая вот такая вот эпидемия возникновения разнообразных местных структур власти, потому что, предоставившись из одной крайности, просто страна ударилась в другую, из крайне централизованной, военно-полицейской системы фактически, да, разрешительной системы. Февральская революция швырнула страну в водоворот свободы, да, то есть полная свобода, которая часто в стране к свободе не привыкшей оборачивается вседозволенностью, да. Ну а для национальных окраин тем более возможность формировать свои национальные органы власти, это, конечно, этот пьянящий воздух свободы был особенно, скажем так, головокружитель, если можно так выразиться. И буквально уже в начале марта 1917 года проходят один за другим съезды народов. Ингушский съезд проходит, Осетинский съезд в Владикавказе, Кабардинский съезд в Нальчике, Чеченский съезд и так далее, и так далее. То есть буквально все народы, горские народы региона, они проводят свои съезды, формируют свои органы власти. В основном это в виде вот этих вот самых национальных советов. В Ингушетии этот национальный совет возглавил Сангирей Джабагиев, вернувшийся на родину из столицы, где он уже успел сделать блестящую карьеру. И в этот момент переломно решивший участвовать в политической жизни непосредственно на родине. А его брат Магомед, он возглавил ингушское отделение Временного комитета Государственной Думы. То есть у Временного комитета Государственной Думы был, скажем так, филиал комитет Терской области, который возглавлял тот самый Михаил Королов, о котором мы говорили, атаман Терского казачьего войска. А уже его ответвлением в Ингушетии был как раз местное отделение вот этого вот Временного гражданского комитета. Таким образом, вот братья Джабагиевы возглавили одновременно и
Центральную российскую власть представляли здесь в лице Магомеда Джабагиева и, собственно говоря, местные ингушские выборные структуры власти в виде Ингушского национального совета, который возглавлял Эсенгерей Джабагиев. Они относились к умеренно националистической, скажем так, фракции, имели хорошее образование, были вхожи и в местную северокавказскую, и в центральную российскую образованную элиту, и, соответственно, считали необходимым развитие региона по пути такой умеренной вестернизации, скажем так, с защитой гражданских прав, свобод, конституцией, но в то же время с учетом национальных особенностей менталитета кавказских народов и религиозных верований, прежде всего ислама, поскольку подавляющее большинство горцев исповедовало именно эту религию. И поэтому не случайно, что, допустим, в деятельности того же Эсенгерея Джабагиева он уже в 1917 году активно опирается на поддержку старейшин, религиозных авторитетов, с которыми он, во всяком случае, он подчеркнуто всегда с ними советовался. Даже когда Временное правительство или же какие-либо иные силы обращались с какими-то предложениями, он давал ответ обычно после коллегиального обсуждения, в котором участвовали не только эти светские деятели, единомышленники Джабагиева, но и представители старейшин, которые одновременно чаще всего бывали представителями религиозного, скажем так, крыла, духовенства. И это отличало политическую жизнь Ингушетии на тот период. Ну и крайнее обострение на фоне всего этого ряда проблем. Прежде всего, это земельный вопрос, по-прежнему оставался острым. И от Временного правительства, и от местных структур ждали прежде всего решения земельного вопроса. Тем более в Ингушетии, где обеспеченность землей была наихудшей среди всех горских народов. В горной полосе примерно 0,1 десятины на мужскую душу. Это абсолютный антирекорд, скажем так, по всей Терской области. В плоскостных районах, Назрань, Базоркино, других селениях, положение было несколько лучше, где-то 0,4 в среднем десятины. Но это все равно критическая это все равно цифра, меньше. Да. Это все равно меньше, чем в любом другом округе Терской области. Для сравнения, в казачьих станицах земельные наделы доходили до 12-14 десятин. Здесь 0,1-0,4 десятины. То есть просто в десятки раз. вопиющая разница, да, вопиющая. Не все, конечно, казаки, мы просто берем среднюю, так сказать, среднюю температуру, да, среднюю на обеспеченность землей. Были, конечно, и малоземельные казачьи хозяйства, но даже малоземельные казачьи хозяйства сильно выигрывали по сравнению с средней обеспеченностью землей у горцев, особенно у ингушей. Напрямую связанная с этим проблема обострения криминальной активности, рост преступности, распад старых полицейских структур, крушение прежнего государственного порядка, этот революционный хаос, он, конечно же, способствовал росту преступности. Как регулировался этот порядок, как охрана правопорядка была в этот период устроена, Тимур? Это очень сложный вопрос, потому что, как я уже сказал, прежняя система, она фактически коллапсировала, и во многом первоочередной задачей этих возникших на местах структур и национальных советов, и местных структур Временного правительства, их первоочередная задача как раз была борьба с грабежами, борьба с криминалом в широком смысле этого слова. По-разному пытались реанимировать как-то прежнюю структуру. Получалось это не очень, потому что в условиях отсутствия единой признанной, не то что признанной, а эффективной центральной власти в стране, проблема преступности здесь и раньше остро стояла. Даже когда, скажем так, существовал царский режим, угоны скота, грабежи
кражи со взломом, без и так далее, разбой. Увы, это было характерной приметой Терской области и конкретно вот нашего региона, что подхлестывалось, так сказать, безземельем или малоземельем, незанятостью населения, огромным переизбытком населения, которое не имело возможности себя прокормить. Поэтому, с одной стороны, росло отходничество, то есть люди искали заработки за пределами, те, кто хотели найти честный заработок, да. Ну, а была, конечно, как всегда, была и такая часть людей, которые предпочитали искать легкий заработок путем преступного, да, преступного поведения. Ну, а теперь, в условиях вот, после февральского периода, эта ситуация сильно обострилась. Искали другие пути. В частности, вот, по инициативе Ингушского национального совета была создана в Владикавказе весной 1917 года, когда город на какое-то время остался без, скажем так, прежних властных структур, была создана ингушская стража, добровольная, которая взяла на себя функции охраны ночного порядка на улицах и в целом вот, поддержки структур правопорядка, ну, такая добровольная народная милиция, можно сказать, да. В условиях, когда вот эти официальные структуры, они фактически распались, то на какое-то время она, можно сказать, оказалась единственным эффективным средством поддержания правопорядка вот в центре Терской области. И только в апреле 1917 года решением властей Терской области была выражена благодарность этой добровольной ингушской народной стражи за те успехи, которые она достигла в своей деятельности. Но к тому моменту уже были сформированы новые правоохранительные структуры под управлением, скажем так, новых властей. И такая острая надобность в существовании ингушской стражи отпала, и она была распущена. И была выражена благодарность. Это публикуется в официозе, в официальных печатных изданиях Терской области, в частности, газета «Терские ведомости». Там была опубликована благодарность властей области и ингушской стражи, и Ингушскому национальному совету. То есть эффективность действий Ингушского национального совета была признана как раз структурами Временного правительства. То есть в этот период они действовали достаточно, ну, они по большому счету были единомышленниками. В общем, лидеры Ингушского национального совета и те деятели, которые в то время заседали во Временном правительстве, они концептуально не расходились. Это были сторонники вот такой вот умеренной либеральной линии, и те, и другие боялись усиления большевиков, и те, и другие боялись возвращения старых царских порядков. То есть они придерживались вот такой вот умеренной линии. Но, к сожалению, логика развития политической ситуации в стране привела к тому, что востребованными стали как раз сторонники крайних, радикальных взглядов. И вот то, о чем мы с вами говорили, не последовательность, неуверенность, нерешительность в действиях, прежде всего, Временного правительства, которое побоялось делать решительные шаги по разрешению самого острого земельного вопроса, связанного с ним национального вопроса и многих других насущных проблем страны, они однозначно способствовали усилению вот таких вот демагогически настроенных фракций, прежде всего большевиков, которые обещали, что дайте нам власть, и мы решим, мы сделаем. И видя, что существующие власти не решали, ну почему не решали, с другой стороны? Не только потому, что Временное правительство не хотело или было не способно решить, потому что оно считало себя недостаточно легитимным. Если хотите, вот такой политический перфекционизм деятелей Временного правительства, которые, в общем-то, правильно считали, что необходимо провести учредительное собрание, провести выборы в учредительное собрание. Сначала укрепить власть официально. То есть, чтобы получить какое-то народное представительство. Они себя считали недостаточно легитимным для того, чтобы преобразовывать страну. Хотя они получили власть от прежней легальной генерации властей, то есть от царя, оставившего престол. Михаил, последний легитимный русский царь, да, он передал власть, официально передал власть Временному комитету государственной. Преемственность власти была сохранена. И большой ошибкой, конечно, было, и так многие историки сегодня считают, то, что не был использован этот потенциал
Во всяком случае, они были более легитимны, чем большевики, которые потом захватили власть вооруженным путем. И вот это вот откладывание решения проблем до созыва учредительного собрания, это было непозволительной паузой. Не было такой роскоши у Временного правительства столько ждать. Ну, свойственная интеллигенции, излишняя дипломатичность. Да, скорее всего, именно вот это вот сыграло важнейшую роль. Ну и некоторый такой политический идеализм. То есть тут еще надо понимать атмосферу, которая царила в России вот в эти первые послефевральские недели, месяцы. Это была эйфория. То есть относительно бескровный переход власти. Старый режим, который, казалось бы, никогда не уйдет, он ушел. Причем ушел достаточно бескровно. И казалось, что все сейчас пойдет по-другому, само собой. Тимур, взять Ингушский национальный совет, политическая элита Ингушетии. Там тоже с какого-то определенного момента наметился раскол. И раскол этот произошел на две части, можно сказать, с одной стороны интеллигенция, с другой стороны офицерство. В чем было расхождение взглядов, почему вот это возникло? Да даже не столько на две, можно даже сказать, и на три части. Этот раскол третьей части можно выделить потихонечку отходившее и занимавшее такую все более обособленную позицию духовенства, хотя ее такой полноценным участником политической борьбы на протяжении всей вот истории революции и гражданской войны в Ингушетии считать нельзя духовенство. В Чечне, да, в Дагестане тем более, да. Вот в Дагестане духовенство, оно стало практически самостоятельным и чуть ли не главным политическим игроком. Ну, тут местная специфика, да. Да, такой раскол произошел, уже, можно сказать, летом 1917 года наблюдаются первые признаки такого раскола. Ну, а после Октябрьской революции он окончательно приобрел уже зримые очертания. Офицерство было, прежде всего, сосредоточено вот таких вот консервативных настроений. Оно, в общем-то, было недовольно и февральской революцией. Ну, часть его была недовольна и февральской революцией, потому что они были продуктом вот царской эпохи. Им, в общем-то, неплохо жилось и при царе. И для них слом царской структуры управления царской России означал потерю во многом привычного образа жизни, привычных идеалов, то есть потерю смысла жизни в какой-то мере, потому что офицерство – это все-таки такая служилая каста, замкнутая достаточно. Поэтому, если февральскую революцию они приняли с таким настороженным, глухим недовольством, то Октябрьская революция с теми лозунгами, которые провозглашали большевики, с тем радикализмом, с которым они приступили к их реализации, конечно, она радикализировала и консервативную часть общества. Можно ли сказать, что это разница взглядов, Тимур? Все-таки интеллигенция и военный взгляд, они разнятся? Конечно, в какой-то мере, да, можно сказать и так. Хотя и среди интеллигенции были представители более жесткого подхода, скажем так, но они оказались в меньшинстве. И среди офицерства были достаточно либерально настроенные, считавшие, что изменения необходимы. Не будем забывать, что немалая часть офицерства перешла на сторону большевиков, не говоря уже о поддержке того же Ингушского национального совета и других вот таких вот умеренно либеральных структур. Тот же бывший царский полковник, ветеран двух войн Муса Саутиев, который был твердой, надежной опорой Весангирия Джабагиева в его должности председателя Ингушского национального совета. И именно он организовал ингушские отряды для освобождения Владикавказа во время Бичереховского мятежа летом 1918 года. То есть были и такие офицеры. Но в целом, конечно, старое офицерство, оно в силу, в том числе и вот этих вот своих установок, убеждений, особенностей мышления, оно тяготело вот именно к той части политического спектра, которая потом уже с началом гражданской войны станет ядром того белого движения. Бичераховский мятеж, Тимур, это событие, одно из ключевых событий вообще вот в этих процессах. Как раз-таки это событие послужило причиной объединения, скажем так, нашего национального совета с большевиками, потому что белые, они были угрозой не только большевикам, но и, можно сказать, нашим интересам ингушским. Да,
В общем-то, Бечараховский мятеж – это первый случай, когда ингуши и большевики выступили не просто как попутчики, но и как военные союзники. При этом именно ингуши играли здесь ведущую роль в силу специфики, да, что затем признавал и Сергей Орджоникидзе, который сказал, что в трагические дни, когда судьба советской власти на Северном Кавказе висела на волоске, все стояли в стороне и выжидали, чем закончится, и только маленький ингушский народ твердо подставил нам плечо и последовательно пошел за нами в огонь и в воду, грубо говоря. Вот так вот смысл цитаты Орджоникидзе, именно вот такой вот. Безусловно, то, что ингуши пошли за большевиками летом 1918 года, причем пошли не только пробольшевистски настроенные, тогда еще относительно немногочисленные круги ингушского общества, но и пользовавшийся достаточно широкой социальной поддержкой Ингушский национальный совет. Это было как раз, это был выбор из двух зол, да, выбирали меньшее зло, потому что большевики пока еще не успели себя никак скомпрометировать, наоборот, они при всем радикализме своих лозунгов, при всем своеобразии их политической программы, но они реально начали решать земельный вопрос весной 1918 года. Они выдвинули идею и начали реализовывать представительство горских национальностей в органах управления. Уже Гапур Ахриев уже был, так сказать, на должности в наркомате по делам национальностей Терской республики. Уже осуществлялись реальные шаги по передаче земель на плоскости от казаков-горцам. Конечно, все это вызывало недовольство у значительной части казачьей верхушки, но, с другой стороны, это привлекало большевикам все новых и новых симпатизантов со стороны горских народов. И наиболее решительными в этом оказались именно ингуши, потому что они были наиболее обездоленными из числа горских народов, и поэтому связывались с большевиками наибольшие надежды. Поэтому здесь все, в общем-то, никакой загадки нет и никакого вопроса, почему этот альянс сложился. Он, в общем-то, не мог не сложиться. Большевики проявили инициативу, большевики поняли, что опору они могут найти прежде всего в лице ингушей, тем более, что ингуши в силу географического своего положения занимали такую область, которая была ключевой. Это Владикавказ, окрестности, вход в Дарьяльское ущелье. Это контроль важнейших коммуникаций между Северным Кавказом и Закавказьем, поэтому Орджоникидзе, видимо, и получил от Ленина карт-бланш на, так сказать, любые уступки. Дошло до того, что Орджоникидзе летом 1918 года обещал Джабагиеву полную независимость Ингушетии. Хотя, в общем, Джабагиев этого не просил. Джабагиев и его соратники в это время были увлечены идеей Северокавказской Федерации. И, в общем-то, до Октябрьской революции в России они не вынашивали идеи полной независимости Северного Кавказа. Наоборот, они постоянно, вот Союз горцев Северного Кавказа и Дагестана, видным деятелем которого был Сенгерей Джабагиев, они придерживались четко, ясно линии на дальнейший путь с Россией, с демократической Россией, правда, они подчеркивали. Но в условиях, когда большевики пришли к власти, и чем дальше, тем больше стало ясно, что страна скатывается в гражданскую войну. Вот эта декларация независимости Северного Кавказа, провозглашенная 11 мая 1918 года, она была скорее вот таким вот поиском путей отгородиться вот от этой революционной, а теперь уже и военной стихии гражданской войны, которая грозила захлестнуть, в итоге захлестнула Северный Кавказ. Тимур, события гражданской войны, конечно, это очень обширная тема, мы не будем сейчас подробно на этом останавливаться. В общем, как вы сказали, здесь уже намного раньше начались эти процессы, чем это официально вот принято считать и обозначено в исторических источниках. В общем,
Как вспыхнул очаг на Северном Кавказе, да, вот конкретно на Кавказе в общем даже, если сказать, и как распространялись процессы, события, в общем вот так, как все происходило? Понимаете, там не было одного очага. Северный Кавказ в силу особенностей своей истории, своего геополитического положения и внутри России, и в целом геополитического расположения, он был насыщен потенциальными очагами, многочисленными от возникновения вооруженных столкновений. И они в 1917 году они начались как столкновения между казаками и ингушами, осетинами и ингушами, то есть национально-территориальные, скажем так, противоречия, связанные с вопросами дележа земли, с вопросами роста преступности, с вопросами безопасности проезда через... Ингуши не могли безопасно проезжать через казачьи станицы, их там убивали, казаков убивали в ингушских селах и так далее. Ингушам фактически был закрыт безопасный въезд в Владикавказ, куда они отвозили продукты сельского хозяйства для торговли на Владикавказские рынки. То есть это сложный такой клубок национальных, социально-экономических, культурных противоречий, который здесь раньше, чем в остальной России, привел к началу открытых вооруженных столкновений. В целом по России гражданская война началась фактически с Северного Кавказа. Вспомним вот ледовый поход, создание добровольческой армии, штурм Екатеринодара белыми. Собственно говоря, белое движение здесь возникло на рубеже 17-18 годов. И почти в каждом из округов Терской области вот эти вот маленькие очаги возникали, и потом они слились в один вот этот вот большой пожар гражданской войны. Ну, первым таким крупным, масштабным, охватившим сразу же несколько областей проявлением гражданской войны был как раз вот этот вот самый Бичераховский мятеж лета 1918 года. Тимур, в общем, мы сказали о роли нашего народа вот, в установлении советской власти. Ну вот так, резюмируя все сказанное, вот эти все события, роль ингушского народа в установлении советской власти на Северном Кавказе. Ну и, естественно, Кавказ уже очень сильно повлиял на общую вот, политику по всей стране. Роль, которую конкретно ингуши сыграли и в революциях 1917 года, в этой самой великой российской революции, и в установлении большевистского режима, она не может быть переоценена, скажем так. В этой оценке сходились и лидеры белого движения, и лидеры большевиков. Вот две цитаты. Одну из Орджоникидзе я уже приводил, а другая из Деникина, да, Антон Иванович Деникин, командующий добровольческой армией, потом командующий вооруженными силами Юга России и белым движением на Юге России в целом, оставивший свои мемуары «Очерки русской смуты», в них пишет: ингушский народ, наименьший по численности и наиболее сплоченный по военной организации из народов Терской области, сыграл роль вершителей судеб советской власти на Северном Кавказе. Это практически дословная цитата из Деникина. Который обо всем, в общем-то, и говорит. Да, он был участником этих событий, очевидцем этих событий. И уж кому не верить, как ему, да, в этих оценках. С другой стороны, Орджоникидзе, да, который представлял другую сторону и был лидером большевиков на Северном Кавказе, чрезвычайным комиссаром Юга России, одним из ближайших соратников Ленина. Так что, думаю, достаточно привести вот эти вот две цитаты, и этим уже будет сказано, как говорится, та роль, которую ингуши в этих событиях сыграли. Тимур, вот как раз говоря об источниках, вы, как историк, для себя какие источники отмечаете? Понятно, что их огромное количество, мемуаров участников этих событий, в том числе в эмиграции и оставшихся в стране. Вот для себя, по объективности оценки, по полноте вот, отражения событий? Ну, мы привыкли в силу особенностей своей профессии доверять прежде всего архивным источникам. Но они, как правило, бывают достаточно скупы и не раскрывают всю полноту, скажем так, человеческих переживаний, оценок, каких-то нюансов, которые могли сыграть и сыграли важную, иногда определяющую роль в принятии тех или иных решений. Поэтому наряду с архивными материалами, которые постоянно обновляются, появляются какие-то новые источники, очень много в последнее время появилось информации из зарубежных архивов, потому что
Часть из них была вывезена горской эмиграцией, когда они покидали страну после победы большевиков. Часть представляет собой публицистическое наследие той же горской эмиграции, их воспоминания, их оценки, их дискуссии, размещенные в эмигрантской периодике, выходившей во Франции, в Польше, в Турции, в Чехословакии, в разных других странах, где осели представители кавказской эмиграции. Опубликованные мемуары и не опубликованные, потому что вот тот же факт, который я вам привел, о обещании Орджоникидзе Джабагиева, вот я его нашел в неопубликованных воспоминаниях Саида Габиева, Эглу Чибиева и других, Хизира Арцханова, и других видных наших деятелей периода революции и гражданской войны, так называемый фонд 85, фонд Серго Орджоникидзе в Российском государственном архиве социально-политической истории. То есть вроде бы фонды, с которыми уже исследователи и работали, но там все равно постоянно выявляются какие-то новые или обойденные вниманием, или как-то не введенные в научный оборот материалы, которые иногда позволяют обнаружить такие детали, которые с какой-то совершенно неожиданной точки зрения, с какого-то неожиданного ракурса позволяют взглянуть на, казалось бы, уже изученные, привычные, уже как-то оформившиеся в нашем представлении исторические события и явления. Так что надо использовать все источники. Полную объективную картину нельзя останавливаться на одной какой-то категории. Мы всегда студентов ориентируем на это. Какой бы многочисленной или какой бы заманчивой или вызывающей доверие ни казалась та или иная категория, то есть даже те же архивные источники, никогда нельзя ограничиваться только ими в полной, скажем так, объемности, разнообразии, многоплановости, тем более такие сложные явления, такие сложные исторические процессы могут быть восприняты и изучены только при привлечении максимального объема доступных источников и критического к ним подхода, безусловно. Критический анализ источника всегда необходим, но чем больше мы их будем использовать и сравнивать, тем легче будет этот критический анализ, тем ближе мы, собственно говоря, будем к исторической истине. Тимур, наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за участие. Большое спасибо за приглашение. Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что в этом выпуске мы говорили об Ингушетии в период революции и гражданской войны. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.